Еврорадио.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Нагадаю, што глядзець стрымы з нашай студыі можна праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакце, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Сёння мы прысвячаем наш эфір Чырвонаму крыжу. Усе ведаюць, што ў Беларусі працуе Чырвоны крыж, і не толькі ў Беларусі. Гэта вялікая міжнародная арганізацыя. Не ведаю, у якой колькасці краінаў яна ўвогуле працуе, але я думаю, што амаль ва ўсіх у нас ёсць у Беларусі свой Чырвоны крыж, беларускае таварыства Чырвонага крыжа, але як на маю думку, можа я мяркую проста па сабе, адказаць на пытанне, чым менавіта займаецца гэтае таварыства, у чым палягае яго праца, вельмі складана. Толькі яго сябры, магчыма, могуць адказаць на гэтае пытанне. І вось, каб адказаць на гэтае пытанне, мы паклікалі сюды ў госці ў студыі Еўрарадыё Чырвоны крыж. Сёння з намі намеснік генеральнага сакратара таварыства Інна Лемяшэўская. Прывітанне, Інна. Прывітанне. І таксама спецыяліст па камунікацыях арганізацыі Наталья Гантзіеўская, па правую руку ад мяне. Прывітанне, Наталья. Прывітанне. Ну, уласна кажучы, першае пытанне сваё я ўжо такім непасрэдным чынам агучыў. Вось чым займаецца беларускае таварыства Чырвонага крыжа, для чаго яно створана, якія задачы у Беларусі вырашае? Хто пачне? Ну, давайте я, наверное, начну. Инна. Да. Ну, вот сразу отвечу на ваш вопрос, чтобы вы в дальнейшем знали, что, в принципе, 192 национальных общества, то есть это те страны, 192 страны имеют у себя в стране Красный Крест или Красный Полумесяц или Красный Кристалл. То есть, в принципе, вот эти все страны, эти все национальные общества объединены в Международную Федерацию. То есть мы член, наше национальное общество, Белорусский Красный Крест, член Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Як я і сказаў, гэта амаль усе краіны. Мне здаецца, зараз УАН 207 краінаў, ну вось прыкладна такі парадак, і 192, у якіх працуе Чырвоны крыж. И в принципе основной принцип, чтобы в стране было только одно национальное общество, которое призвано оказывать содействие, оказывать помощь своим гражданам. И в принципе наша миссия Белорусского Красного Креста оказывать содействие наиболее уязвимым гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, для того, чтобы помочь этому человеку. И, в принципе, мы работаем по запросу людей, по запросу государства. Мы, как вспомогательная роль государству для оказания помощи нашим гражданам Республики Беларусь или тем людям, которые проживают у нас в стране. Про якую складаную жыццёвую сітуацыю ідзе гаворка? Про какие складанные жыццёвые ситуации? Проблемы со здоровьем? Естественно, что, конечно, государство оказывает поддержку нашим гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и это разные категории граждан, и, в принципе, помощи никогда не бывает мало. Поэтому для нас, как национального общества, есть определенные категории людей, которым мы оказываем поддержку. Но прежде всего это, конечно, наверное, скажу, что фишка еще какая Красного Креста, это, в принципе, деятельность, которую осуществляют практически все национальные общества в мире. Обучение населения первой помощи. И, в принципе, это очень хорошо отражено в нашей стратегии, это отражено в нашем уставе. Это пропаганда определенных неинфекционных заболеваний. Любая пропагандистская работа, которая связана с распространением знаний о международном гуманитарном праве, о гуманитарных ценностях. Это работа службы сестер милосердия, то есть тоже вот тот, скажем, наверное, отличительный знак нашей общественной организации, в том числе и у нас в стране, это уход на дому и медико-социальная помощь. Тоже как бы одно из направлений в нашей работе. Это подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации. То есть людям наверняка
вот сейчас жара и аномальное такое явление, и наши волонтеры помогают нам с раздачей воды. В холодные зимние условия экстремальные тоже наши волонтерские отряды работают. То есть есть ряд таких точек приложения, где Красный Крест может приложить свои усилия. Но если говорить более о конкретных людях, то, в принципе, вот определенные конкретные, так скажем, сферы деятельности, они имеют место и отражаются в наших проектных действиях, мероприятиях. И достаточно много в Белорусском Красном Кресте проектов, которые нацелены на определенную категорию людей. Ну, я уже говорила, что это пожилое население, да, например, вот лежачие больные, за которыми надо уход, и поэтому сестры милосердия Красного Креста осуществляют уход на дому за такими людьми. И опять хочу сказать, что это не за всеми подряд, их таких людей достаточно много, а сестер милосердия у нас не так много. Вот. Почему это связано? Конечно, это связано с тем, что население стареет, урбанизация, молодежь уезжает, и старики остаются проживать у себя дома, никуда не хотят выезжать, ни в какие там интернатные там, и другие учреждения. Они остаются дома наедине с собой. И чтобы не вырывать их из этой привычной ситуации, у нас есть определенные в каждой области штат сестер милосердия, которые ухаживают за такими людьми. Вот. Это достаточно тяжелый труд, на который сложно найти таких желающих работать, хочу сразу сказать. Достаточно сложно найти волонтеров, которые будут помогать нам в этой работе, потому как это такая каждодневная, рутинная работа, связанная с определенными трудностями, которые касаются именно по уходу за такими людьми. У нас есть сестры милосердия, которые ухаживают за людьми, которые имеют ВИЧ. Это комплекс проблем, комплекс болезней. И тоже здесь мы находимся, например, и оказываем помощь тем людям, которые действительно остаются одни дома, потому что есть определенные противопоказания для ухода за такими людьми со стороны медицинской службы и со стороны социальной службы. Да? И только вот наши сестры милосердия, которые работают в Красном Кресте, осуществляют уход за такими людьми. Таварыства добраахвотнае, правильно? Да. То бок чалавек, які прыходзіць да вас, каб стаць ну, сястрой міласернасці, напрыклад, да, ён мусіць недзе працаваць паралельна, да, і атрымліваць там ну, нейкія сродкі для свайго існавання, і ў свой вольны час, атрымліваюцца людзі, да, праходзяць у Чырвоны крыж. Вы знаете, в принципе, у нас есть две возможности в Красном Кресте. Как правило, это сотрудники, которые работают у нас, они являются нашими штатными работниками, они получают у нас зарплату, и в том числе, например, и сестры милосердия, которых мы обучаем их, как правильно работать, как ухаживать за такими людьми. У нас есть определенные уже наработки, и мы используем мировые технологии там, по уходу за такими людьми. Но мы, как общественная организация, мы еще привлекаем большое количество волонтеров. И вот эти люди уже на волонтерских началах, не получая никакого вознаграждения за свою работу, они помогают нам. Это волонтерство. У нас достаточно много среди волонтеров молодых людей, но в последнее время очень активно намечается тенденция к развитию волонтерства среди людей уже более зрелого возраста, когда они вырастили детей, вышли на пенсию, имеют определенный опыт, профессиональный, жизненный опыт, и они могут нам помочь в той или иной сфере. Поэтому мы очень рады. Я всегда с очень большой благодарностью отношусь к тем волонтерам, которые приходят в нашу организацию. Они тратят свое время, они помогают нам оказывать помощь. И, в принципе, они в это время могли пойти работать, зарабатывать себе деньги и хорошо себя чувствовать. Но вот они чувствуют потребность у себя в своей душе оказать помощь каким-то определенным
людям. И, может, я добавлю к словам Инны Ивановны по поводу наших пожилых волонтеров. Да, среди молодежи это больше 70% у нас волонтеров, но вот по поводу пожилых, по последним данным, это уже больше 20%. И вот по всей Беларуси у нас свыше 80 волонтерских таких групп, которые объединяют уже больше 1000 человек. Мы говорим про пожилой возраст, и средний возраст в этих группах волонтерских 60+. И вот очень многие действительно выбирают и приходят с таким запросом. Это и бывшие медицинские работники, и, допустим, социальные работники, которые вышли на пенсию. И да, я хочу помогать вашей сестре милосердия. И иногда они просто сами навещают людей, которые, да, вот одинокие, пожилые. Чаще всего это уже старики, средний возраст это 80+, которые нуждаются в этой помощи. Конечно, мы здесь говорим не про медицинский ход, что делают наши волонтеры, а скорее про социальную помощь. Даже вот лишний раз просто поговорить с человеком, пообщаться, потому что, естественно, не хватает этого общения. Если есть возможность, допустим, там, звонить там, Петровна, давай я тебе хлеба куплю или какую лекарство какое-то принести, уже хорошо. И, собственно говоря, вот это вот развитие волонтерского движения, такой взаимопомощи для людей, такой социальной ответственности, вот мы, это в том числе одно из направлений Красного Креста. А ці можна колькасна ацаніць, ну, агульную колькасць волонтераў, штатных, ну, сябраў Чырвонага крыжа. Колькі чалавек удзельнічае ў гэтым руху? Ну, такой вот прямо вот цифры фиксированной, что вот у нас ни вправо, ни влево мы не можем изменить, конечно, нет, потому что это достаточно текучий процесс, но в общем и целом на данный момент это около 440 это штатные сотрудники, около 16 тысяч это волонтеры, про которых мы говорили, ну и более 11% населения Беларуси это члены Красного Креста, да, которые поддерживают нашу организацию, в том числе с членскими взносами, благодаря которым мы в том числе можем оказывать эту помощь людям. Ну, про сяброўскія ўзносы абавязкова трэба будзе паговорыць. Я думаю, што мы зробім гэта ў наступнай частцы праграмы, таму што зараз у нас да перапынка на выпуск навінаў засталося зусім не шмат часу. Я вас ведаеце, што пачуў цікавае, хацеў бы зараз дапытацца. Вось раздача вады, да? Ну, сапраўды вельмі актуальна, да? І вось такое месца, да, дзе можна сапраўды пабачыць супрацоўніка Чырвонага крыжа, які табе нейкім чынам дапамагае. Як гэта арганізоўваецца, як гэта адбываецца? То бок, вот просто зараз у Беларусі ёсць валанцёры Чырвонага крыжа, якія раздаюць ваду. Ну, дзень не вельмі такі у нас менавіта сёння спякотны, але ўжо там на наступным тыдні абяцаюць да плюс 32. Вось як гэта адбываецца? Ну, смотрите, мы не идем причинять добро, да, вот на тебе воду, вот бери и пей. Да, и пей. Мы работаем по запросу, поскольку Красный Крест входит в систему, государственную систему реагирования на чрезвычайные ситуации, и аномально высокие температуры, так как и аномально низкие, мы работаем по запросу МЧС, МВД к нам обращаются, и, конечно же, мы согласовываем все наши акции. Мы не можем просто так выйти и раздавать воду. И, ну, конечно никто же, не может. Да, и, конечно же, нас... И вот когда есть какие-то температуры высокие, какие-то мероприятия проводят, либо согласованные точки, и мы раздаем воду. И воспользоваться этим может любой человек. И, конечно же, вот благодаря нашему постоянному партнеру, собственно говоря, Coca-Cola нам всегда предоставляет бесплатно эту воду, и мы можем ее раздавать. Вот. Ну, Круто. Да. А яшчэ я бачу, у вас такія ўзімку наадварот, вялікія такія намёты, палаткі, шатры, да, с надписом «Обогрев». Да, да, потому что когда низкие температуры, в наших палатках могут, опять же, мы их установили для того, чтобы бездомные могли погреться, потому что не у всех есть возможность где-то погреться. Плюс люди, которые, вот как, вот, например, в Житковичах, когда строили мост, и очень долго этот процесс длился, там могли люди, многие даже и ночь проводили, и это палатки, и благодаря этому многие не заболели и хорошо перенесли эти тяготы, конечно, да. Сябры, перарываемся на выпуск навінаў. Літаральна праз 2 хвіліны мы вернемся ў студыю Еўрарадыё, каб працягнуць размову пра беларускае таварыства Чырвонага крыжа. Заставайцеся з намі. Маеш
маеш спадарожнікавую талерку, у нас для цябе добрая навіна. Ты можаш слухаць Еўрарадыё 24 гадзіны на суткі. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А. Координаты 4,8 градусов на ўсход, частота 12380 МГц, горизонтальная поляризация, хуткасць плыні 27,5 мегасімвалаў за секунду. Будь на хвалі незалежнай інфармацыі і альтэрнатыўнай музыкі. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Папраўкі Ганны Канапацкай да закону аб адтэрміноўках ад войска разглядаць не будуць. Нагадаю, Ганна Канапацкая адзіная з дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, хто ўнёс свае папраўкі ў закон аб адтэрміноўках. Аднак разглядаць іх не будуць. Пра гэта Канапацкая напісала ў сацсетках. Вось такое другое чытанне, канстатавала яна. Паводле новых правілаў малады чалавек можа атрымаць у прыватнасці толькі адну адтэрміноўку ад войска. Гэта азначае, што выпускнік універсітэта не зможа паступіць у магістратуру ці аспірантуру адразу. Спярша трэба адслужыць у войску. Карпорацыя «Форд» у Еўропе звольніць адразу 12 тысяч супрацоўнікаў за рэструктурызацыі вытворчасці, скароціць колькасць заводаў у Еўропе з 24 до 18, у асноўным у Вялікай Брытаніі, Нямецчыне і Расіі. Раніцай 27 чэрвеня з Баранавічаў у 26 раз выйшла першая і самая працяглая сёлета пілігрымка ў Буцлаў. Яна распачалася святой імшой. У першы дзень пілігрымы пройдуць 30 кіламетраў, а ўвогуле 293. Усяго іх 93 асобы, пераважная большасць маладзёны, ад 18 до 30. У бліжэйшыя ж дні пілігрымы з іншых гарадоў стартуюць у нацыянальнай санктуарыі Маці Божай Буцлаўскай, дзе 5-6 ліпеня пройдзе традыцыйны фэст, унесены ЮНЕСКО ў сусветны спіс нематэрыяльнай спадчыны чалавецтва. 4 украінцаў палонных магчыма вызваляць у Мінску. Пра гэта дамовіліся у групе перамоўнай і паведаміў апазіцыйная платформа «За жыццё» прадстаўнік і лідар Вадзім Рабіновіч. Паводле ягоных словаў, перадача гэтых людзей мусіць адбыцца ў беларускай сталіцы. Магчыма, гэта некая недакладнасць, бо раней такі адмен адбываўся заўжды на Донбасе. Ужо названы і спіс гэтых людзей, якіх вызваляць. Іх 4, 3 вайскоўцаў і 1 цывільны. Еўрарадыё.ф. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Мы размаўляем пра беларускае таварыства Чырвонага крыжа. У нашай студыі намеснік генеральнага сакратара арганізацыі Інна Лемішэўская. Яшчэ раз прывітанне, Інна. І спецыяліст па камунікацыях беларускага таварыства Чырвонага крыжа Наталья Ганціеўская. Яшчэ раз прывітанне. Прывітанне. Наталья, мы спыніліся, ў прынцыпе, на валанцёрах, якія раздаюць ваду, таксама на тых людзях, якія ўзімку ставяць намёты ці ў нейкія надзвычайныя сітуацыі, да, ставяць намёты, у якіх людзі могуць пагрэцца. Усё гэта важныя, але такія, я б сказаў, лакальныя, да, кропкавыя праекты. Якія ёсць праекты вялікія, да, дзе задзейнічана, магчыма, шмат людзей, да, якія маюць працягласць у часе. Што можна ў гэтым плане сказаць пра таварыства Чырвонага крыжа? Ну, наверное, я отвечу на этот вопрос, потому что Белорусский Красный Крест имеет очень много проектов, которые реализует с различными партнерами, международными партнерами. И, конечно, если говорить о проектах, то это инвестиции в страну и привлечение ресурсов в страну иностранных международных партнеров. Если говорить о примерах, то, конечно, очень интересный пример. Есть проект в городе Минске, проект «Открытый дом» для людей с проблемами психического здоровья. Это реинтеграция этих людей. Это проект, который нам помогали Исландский Красный Крест реализовать. Это инвестиции Исландского Красного Креста. Он уже достаточно длительное время реализуется у нас в городе Минске.
Он помогает адаптироваться людям, которые вот имеют такие небольшие проблемы со здоровьем. И хочу сказать, что очень хорошие результаты у этих людей. Они интегрировались, они вернулись, некоторые из них вернулись на работу, вернулись в учебные учреждения. То есть мы имеем создали семьи, хотя люди изначально были изолированы и не выходили из дому. Вот. Очень интересный проект, например, в городе Гродно, детский центр для деток, имеющих тоже проблемы со здоровьем, инвалидов, когда родители, как правило, это мама одна, имеет возможность привести ребенка в центр, чтобы с ним занимался и реабилитолог, и волонтеры участвовали в этом процессе, а сама может порешать свои какие-то домашние проблемы для того, чтобы освободить маму на этот период времени. У нас очень много проектов, которые направлены, например, на иностранцев, которые прибыли в страну, обратились за статусом беженца и оказание помощи беженцам, лицам, ищущим убежище, содействие их в интеграции в Беларуси. У нас достаточно долго, вот начиная с 2014 года, идет поддержка граждан Украины, вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской областей, тоже оказание помощи им в адаптации здесь у нас в стране, содействие где-то и в трудоустройстве, в поиске жилья, вопросы медицины, причем это не только рассмотрение каких-то конкретных определенных случаев каждой семьи, информирование их о законодательстве Республики Беларусь, где получить помощь они могут, но в том числе и обсуждение с компетентными органами нашими государственными по внесению изменений. Вот когда у нас такие возникают какие-то коллизии законодательные, когда сложно, например, оказать какую-то помощь этим людям, и мы выходим с такой инициативой. Поэтому достаточно много проектов. Всем, наверное, вот тоже известно, мы используем краудфандинговую площадку для сбора средств на проект «Няня вместо мамы». Тоже очень интересный проект, который проводится практически уже во всех областях. Мы собираем средства для того, чтобы в медицинском учреждении, например, для деток, которые имеют заболевания, которые находятся без мамы, особенно это если дети из приютов, из детских домов. Вот такая медицинская сестра, няня помогала им, когда они находятся в лечебном учреждении. То бок дзіця, у якога няма бацькоў па тых ці іншых прычынах, калі яна трапляе ў лякарню, няма каму да яго прыходзіць, няма каму за ім паклапаціцца. А як вы збіраеце, дзе можна ахвяраваць грошы на такі праект? Значит, мы сотрудничаем с такой платформой «Имена». Они анонсируют, и сбор средств идет через эту платформу. То есть разработана целая система, как можно пожертвовать там на этой платформе. Причем отрадно сказать, что опять-таки мы все время работаем со временем так в ногу, потому что одно дело собирать средства у нас в стране от резидентов Республики Беларусь, и другое дело, когда поступают средства от нерезидентов Республики Беларусь, и по нашему законодательству мы должны регистрировать вот эту иностранную безвозмездную помощь в определенных государственных институциях. Я так разумею, что ничего пакуль что зрабіць з гэтым не атрымалася. Идет так? рассмотрение. Мы, конечно же, мы лоббируем какие-то поправки, чтобы упростился процесс, но понятно, что это не совсем быстрый процесс, но надеемся, что скоро это станет проще делать. Я чуў пра гэта, то бок афіцыйна, нават калі ты хочаш $10 перавесці. Даже $1 тебе надо. Даже $1, да. Но вам трэба гэта зарэгістраваць, і натуральна на адміністраванне гэтага $1. И это не только наша проблема, это в принципе, вот такой сложный немножко процесс. Но мы это делаем, мы это организовываем, и... Так, на імёнах можна ахвяраваць, вось што я ўжо бачу. Яшчэ бачу, дарэчы, тут побач з краўдфандынгавымі пляцоўкамі на сайце Чырвонага крыжа можна перавесці грошы наўпрост праз ЕЛИП,
так? Да, можно конечно. через ЕРИ, Можно да. смс-ку отправить. Да. И это все можно целевое использование средств, все перечисленные деньги идут конкретно на цель, по акции. покласть гроши Да, на Очень банковский часто, рахунок да, мы яшчэ. используем вот этот момент привлечения средств по акции. Например, вот в скором времени мы будем собирать детей в школу, как и многие другие общественные организации в том числе. Поэтому объявляется акция, все расписано и через ЕРИП, в принципе, можно оказать содействие подготовкой детей к школе. Очень активно мы привлекаем вот ресурсы товарами, когда проходят такие кампании в торговых центрах. Это тоже как элемент фандрайзинга, который используют, ну, в принципе, многие общественные организации. А, давайте пагутарым пра сяброўскія ўнёскі. Бок яшчэ адзін спосаб фінансавання гэта ахвяраванне ад тых, хто ўдзельнічаў у працы Чырвонага крыжа, і тут часам да вас з'яўляюцца прэтэнзіі пра тое, што быццам бы гэта робіцца не вельмі добраахвотна. Ну, прынамсі, недаўна адна з настаўніц, не вельмі даўно, ужо, можа, месяц, нават паўтара прайшло, бацькі выклалі просьбу настаўніцы там так добраахвотна прымусова, да, здаць грошы. Як гэта адбылося? Ці сапраўды можна прымусіць каго-небудзь, там, не ведаю, школьнікаў, да, здаваць грошы на Чырвоны крыж? У чым тут праблема? Ну, давайте, наверное, так скажем, начнем с общего, да, то есть мы, как общественная организация, которая, в принципе, существует на территории Республики Беларусь, и, в принципе, существуем на те средства, которые мы привлекаем. Государственного финансирования у нас на нашу деятельность нет, за исключением государственного социального заказа, который имеем на оплату труда медицинских сестер, которые осуществляют уход на дому. Вот здесь проводится конкурс, выделяются средства из местного бюджета, и тогда победителю выделяются средства вот на поддержку персонала, и который осуществляет уход на дому. Вот. Наше государство, опять-таки вклад государства, платит членский взнос в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. То есть это тоже как вклад государства. Все остальное финансирование, которое привлекает Белорусский Красный Крест, состоит из проектных средств, которые идут на определенную категорию. Да, то есть мы пишем проекты, мы подаемся, мы привлекаем, но в то же время, опять-таки, мы говорили о том, что это определенные категории людей, которым оказывается помощь в рамках проектов. Мы очень активно развиваем привлечение ресурсов у нас в стране, и мы, в принципе, как говорят во всем мире, за то, чтобы наше общество было гуманным, и вот эта культура милосердия, культура, так скажем, взаимопомощи. Да, взаимопомощи, чтобы она развивалась, чтобы люди не только привыкли принимать то, что им дают, но и привыкли отдавать, когда кому-то это необходимо. И, в принципе, вот этот элемент мы очень рады, когда наши предприятия, согласно 300-му указу, социально ориентированные предприятия оказывают спонсорскую помощь. Да? То есть вот один механизм, который также мы используем в нашей работе. И еще один механизм, который прописан у нас в уставе, который прописан в наших во всех нормативных документах, это членские взносы и пожертвования от граждан, например, в том числе Республики Беларусь. И если говорить уже по членским взносам, то согласно нашего устава Белорусского Красного Креста, членом может быть человек, который достиг 16 лет. То бок 16 лет, а вось што гэта за абавязак сяброўскі? Да, вось я хочу, напрыклад, мне исполнилось 16, стаць сябрам Чырвонага крыжа. Я просто иду до вас и плачу сяброўскія ўнёскі. А что далее отбывается? Наталья. Ну, что далее отбывается? Вы можете участвовать как член Красного Креста
в его работе узнавать, куда, что, как идут. Ну, и опять Мне же, скажут, куда идти, кому допомагать. да, у например. нас Да, в основном при каждой крупном организации, при каждом крупном предприятии, прошу прощения, говорилось, создана первичная организация, там есть председатель первичной организации, у которого можно, опять же, зарегистрироваться, и по ведомости, под роспись взимается этот членский взнос. Можно обратиться в районную организацию. У нас в каждом районе, в каждой области есть районная организация. Туда можно сдать. Можно перечислить, опять же, по ЕРИ, по счету, либо на расчетный счет Красного Креста, это членский взнос. И куда же они идут? Вот мы говорили про проекты. Так, это так самое важное. Потому что, да, у нас каждый проект под какую-то определенную целевую группу. Например, вот какой-то проект, только вот мы перечисляем деньги переселенцам из Донецкой, Луганской области. А как же быть с остальными, да? Или, например, есть проект, который направлен на вот безработных и бездомных. А как быть вот с многодетными, неполными, приемными семьями? То есть на все нужны деньги, да, и мы стараемся, конечно же, быть максимально открытыми, максимально прозрачными, и мы всегда открыты. Вот и спасибо, Павел, что вы пригласили нас на эфир, и мы можем рассказать, собственно говоря, чем мы занимаемся, кому мы помогаем, потому что на самом деле тех категорий людей, которым нужна помощь, очень много, и всегда есть кому помочь. Только одних одиноко проживающих тяжело больных в Беларуси более 700 тысяч, и понятно, что даже один Красный Крест, мы не в состоянии это охватить, и есть, и хватит работы всем, по сути, но кому мы можем, мы стараемся, конечно же, помогать. И, да. Еще хочу добавить, да, что, в принципе, любой человек может стать членом Красного Креста, если он хочет. Конечно, мы всегда говорим о том, что, если брать, например, школьников, то если школьник хочет быть членом Красного Креста, даже в 16 лет, например, да, то мы предусматриваем, что должно быть обращение его законного представителя, да? В этом случае это, как правило, если это школьники, то это родители. То есть обязательного никогда сбора членских взносов нет. То есть человек сам вправе решить, сколько ему платить членский взнос, если он решил быть членом Красного Креста. Но в то же время мы очень активно говорим своим сотрудникам, которые осуществляют эту работу, что вы должны информировать людей, что вы делаете, куда эти деньги пойдут, на какие категории, кому мы поможем. Не хочу лукавить, но наша организация тоже имеет офисы, куда люди приходят, где они получают ту же гуманитарную помощь, те же информационные материалы. А за этот офис мы, как и все общественные организации, должны платить и коммунальные услуги, и аренду. Вот. Естественно, что у нас работают сотрудники, которые в том числе оказывают эту помощь, и мы, как и все, любой наниматель, да, мы обязаны выплатить ему и зарплату за то, что он работает. Поэтому в совокупе весь наш бюджет нацелен на то, чтобы не только оказывать поддержку людям, но в том числе и на все административные расходы, которые связаны с нашей деятельностью. То есть у нас в том никаких числе налоговых льгот нет. Да. У нас единственная льгота – это льготная аренда. Вот то, что предоставляется нашей общественной организации государством на льготная аренда. И хочу сказать, что у нас есть еще такой вид, как пожертвование. И, в принципе, те копилки, которые стоят в магазинах, я не говорю о копилках, например, Красного Креста, да, любой человек, в том числе и малыш, который пришел в магазин, которому там дали деньги на мороженое, в том числе может бросить и в эту копилку. Поэтому самое главное воспитывать это восприятие, что не только быть потребителем чего-то, но ты должен с добрым сердцем, с добрыми намерениями и должен смочь дать что-то другому человеку. Треба уметь. Да, уметь это. То есть этот компонент благотворительности очень хотелось бы, чтобы он у нас развивался в стране. И чтобы кто хочет, всегда может присоединиться к нам, когда мы ездим в дома для инвалидов, для пожилых инвалидов, в детские дома, когда мы
наши волонтерские группы, в том числе сотрудниками, дежурят и раздают воду, пожалуйста, присоединяйтесь. В том числе, когда наши медицинские сестры милосердия ходят и ухаживают за своими Це тим, кому подопечными. это треба, так. Вот, мы всегда открыты, пожалуйста, присоединяйтесь, смотрите, чтобы своими глазами видеть, куда же идут эти деньги. Например, потому что, вот что касается медицинских сестер, это не только ее зарплата, которая в том числе из членских взносов, но и в том числе это и ее экипировка, да, в чем она пойдет, бинты для обработки пролежней, какие-то лекарства, потому что иногда у людей даже нет денег эти лекарства купить. Иногда это подгузники, это расходные материалы, дезинфекция, это все, на все это нужны деньги, в том И числе обучение, проезд. в том числе, Да. и обучение, потому что мы учим, как ухаживать за Шановні такими сябры, больными. Да. вымушаныя вас перабіць, таму што час наш абсалютна ўжо ізноў скончыўся. Мы размаўлялі сёння ў эфіры Еўрарадыё пра беларускі чырвоны крыж. Спадзяюся, што інфармацыі было шмат. І развітваюся з вамі. На гэтым Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Да пабачэння. До свидания. побачення. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.